Здравствуйте, мои дорогие, мои любимые! Сегодня мы погадаем с вами на Таро кроликов на замечательную тему «Внезапные перемены в вашей жизни». И у нас с вами будет 3 позиции. Видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите. Даже если оно записано много лет назад, вы его нашли, и значит именно сейчас вам именно это нужно узнать. И значит гадание будет работать для вас. Перемешиваем карты. Пока перемешиваю, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, а после просмотра пишите комментарий. Внезапные перемены в вашей жизни. Первая карта. А что сейчас в вашей жизни происходит? Ваша текущая жизненная ситуация. Ваш идентификатор. В каких энергиях вы находитесь? Как вы живете? И украшать я буду камушками. Первая позиция — горный хрусталь. Вот такой вот прям шикарный. Вторая позиция — флюоритовая пирамидка. Такая интересная. Третья позиция — аметист. Такой вот кусочек аметиста. Как же он мне нравится. Я его купила в Регенсбурге. Итак, первая, вторая, третья позиция. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте. Потом переходите на свой тайм-код. А мы начинаем с самой первой позиции. Остальные я убираю в сторону. Внезапные перемены в вашей жизни. Прям внезапные. Что же это будет? Наш горный хрусталь. Такой вот прям. Эти штучки так. Кристаллики. Первая карта — ваша текущая ситуация. Ух ты. Иерофант. Вы очень честный человек. Вы настоящий шаман. То есть тот, кто, скорее всего, обладает какими-то неординарными способностями сейчас в жизни, пробуждается. Да, у вас есть либо стойкая вера в высшие силы, в Бога, во Вселенную, ну вот любая какая, вот какое-то верование, да, и у вас есть стойкая жизненная позиция, вы человек, знаете, устойчивых моральных принципов, вы, возможно, имеете какую-то четкую, там, не знаю, профессию, должность, работу, вот просто в жизни устойчивость, когда есть, допустим, ну, либо семья, либо коллектив, либо клан даже какой-то. Вообще карта это всегда говорит о том, что вы человек высоких вот каких-то вибраций, тот, кто привлекает к себе людей, люди считаются с вами, люди ходят к вам, возможно, за советом, они ждут вашей, особенно моральной поддержки и помощи. Вы не зациклены слишком, ну, сильно на деньгах. Ну, конечно, они не занимают в вашей жизни там последнее место. Но и не первое, вот так, чтобы вот раз и человек вот там был материалистом. Нет, вы не материалист. Вы как раз-таки на все ради денег не согласны. Вы готовы зарабатывать, вы готовы получать. И у вас даже открыты каналы изобилия. Но только каким-то все-таки нормальным путем, без подвоха, да, без каких-то афер и так далее. Ну, в общем, карта очень такого устойчивого, приятного, доброго человека. Именно доброго. То есть вы готовы людям помогать. Вы прям готовы для людей что-то делать. Несете вклад в общество. У вас высокая значимость в обществе и среди людей. Это важно. Люди вас, ну, ценят, уважают. Давайте же посмотрим, если вы себя узнали, какие внезапные перемены в вашей жизни будут в скором времени. Внезапные. Мне так нравится слово «внезапные». Так, у нас тут, значит, шестерка жезлов, девятка пентаклей, двойка пентаклей и двойка мечей. Интересно, интересно. Палочки, ромашки и морковки, да? Ну что, карты здесь даже тюльпанчиков не дали. То есть эмоциональный фон
в ближайшем будущем для вас не будет играть никакой роли, и, скорее всего, будет морально, вы будете морально очень устойчивы, да, непоколебимы, я бы сказала. То есть эти внезапные перемены, они вас не расшатают. Да и сами внезапные перемены, скорее всего, крайне положительные. То есть для начала мы здесь видим радость победы и большое финансовое прибавление. Однако, вы не будете сначала понимать или не определитесь так уж быстро, а что же мне, мол, с этим делать? Ну вот вы одержали победу и получили какие-то деньги, да? Получили какое-то финансовое изобилие или, может быть, даже, как говорится, ну, там, сумму денег хорошую. И у вас есть выбор, вот как будто бы, что с ними сделать-то, с этими деньгами, со своей победой жизненной. То ли дать одному человеку, то ли другому, то ли куда-то применить в одно место, то ли в другое. И это дилемма прям для вас. Вот прям дилемма. Вы будете в состоянии выбора долгое, длительное время. Вообще внезапная перемена именно в том, что улучшается материальное положение. И вы знаете, бывает такая какая-то сумма денег, которой ты можешь распорядиться вот по своему усмотрению или как-то кому-то помочь. А раньше, ну, конечно, были деньги, но, как говорят, лишних денег не бывает. Вот, а тут как будто бы сумма все-таки, которая является, ну что лишней, всегда можно потратить, но с помощью которой можно кому-либо помочь, вот понимаете, или кого-то поддержать. И вот это и будет, ну вот вашим камнем преткновения, конечно. Дальше у нас тут 4 тюльпанчиков, а это кубки. Следующее, значит, правосудие. Видите, вот как? И дальше у нас здесь паж мечей. Вот карты-то и говорят, что для вас будет крайне сложно понять, что из этого справедливо. И ваш вопрос справедливости пойдет в сторону кого-то молодого, кого-то, у кого было трудное, может быть, детство, может быть, ну, прошлое такое трудное было. Кто-то, кто моложе вас, вот вы, скорее всего, что-то все-таки поможете, дадите этому человеку. Вероятно, это ваш, может быть, ребенок или кто-то молодой в семье или родственник, да. Вот кто-то, кто привлекает ваше внимание в плане заботы и в плане даже вот какого-то постоянного желания защитить, оберегать, потому что сам по себе человек уже обозлен из-за своих жизненных трудностей. Для вас будет сложновато определиться, сложновато принять это решение, потому что вы этому человеку не всецело доверяете, и вам нужно действовать вслепую. В этом проблема. Вот. Но помочь вы хотите. Может, это ваш, я говорю, там, ребенок, например, или кто-то, кто вам очень дорог вот в жизни. Или как-то вот вы именно вот желание опекать почему-то есть. Ну, вот такая первая позиция, такая интересная. Тут как бы такое чувство, что идут к человеку деньги, да, но не ему, а через вас. Через вас. Конечно, вы можете там себе что-то оставить, это понятно, на какие-то свои там нужды и все. Но вы кому-то прям вот окажете эту поддержку. Ну, такая первая позиция. Интересно. А мы идем с вами дальше. К позиции номер 2. Внезапные перемены в вашей жизни. Что грядет такое интересное? Наша флюоритовая пирамидка. Вот разные цвета такие есть. И первая карта — это вы сейчас. Ага. 2 тюльпанчиков — это 2 кубков. Он идет на свидание и очень волнуется. Очень волнуется, потому что у него есть своя любовь, и он не знает, а любят ли его, и очень надеется на то, что любят. Карта всегда человека, который хочет любви и влюблен, вот честно. Карта всегда устраиваемого сюрприза, свидания, желания признаться в любви или что-то сказать хорошее кому-то. И это может сейчас быть кто-то в вашу сторону, да, вот неровно дышит, а может это вы неровно дышите в чью-то сторону, и вот желание проявить себя, поухаживать, устроить романтическое свидание, вечер, может быть, подарить что-то, сказать что-то хорошее, попереписываться.
Вот идет он и волнуется, да? Люблю, волнуюсь, хочу сделать сюрприз, вот такое. Вообще, карта иногда может показывать, что вы на пороге романтического сюрприза. И тогда кто-то проявит к вам себя, кому, скорее всего, у вас есть чувство, потому что это всегда карта взаимности. И, соответственно, вы будете этому очень рады. Но давайте же раскроем тогда внезапные перемены в вашей жизни в скором времени. В чем они будут состоять? Сейчас мы с вами и узнаем, да? Выкладываем 4 карты. Вот тут у нас, значит, шестерка пентаклей, ромашек. Дальше у нас десятка палочек, жезлов. Дальше у нас тут, значит, тройка пентаклей, ромашек. И следующая, значит, карта колесо фортуны. А вы знаете, у вас идет перемена больше-то всего в работе, в финансах, а не в личной жизни. Скорее всего, вот это что-то вот хорошее в личной жизни все-таки больше не внезапное, а ожидаемое для вас, и вы в этих энергиях просто находитесь. А вот внезапно для вас сначала будет на работе некий аврал или аврал в доме, если вы являетесь домохозяйкой, домохозяином, да, внезапно свалится работа по дому, допустим, подготовка к празднику. Если вы на работе работаете, внезапный аврал на работе, очень много работы. При этом, скорее всего, с вашей стороны это будет как помощь кому-то, так и вам кто-то поможет. И вы проявите себя на 100%, то есть это будет полный ваш профессионализм. Между прочим, это поменяет дальше все события в лучшую сторону. Это будет ваш джекпот, который вы сорвете. Особенно если это не дома, а на работе. Ну, дома вы тоже можете себя очень так классно зарекомендовать, ну, например, перед вашими родственниками, перед мужем, что добьетесь большого уважения и даже чьего-то вклада, допустим, родственников, вклада материального, да. Но если вы работаете на работе, создаете себе карьеру или бизнес, карты говорят, вы отлично вот на 5 с плюсом справитесь с какой-то очень тяжелой работой, все разгребете, и колесо фортуны вам очень крупно повезет после этого. Может быть, либо скачок в карьере вверх, да, либо финансовое прибавление очень крупное. Ну, там, увеличение зарплаты, там, не знаю, премии, поток клиентов. Дальше у нас тут император, значит, сидит. Дальше у нас тут, значит, пятерка палочек, жезлов и суд. Карты говорят, что вы выиграете спор или противостояние с каким-то мужчиной, который является очень авторитетным в вашей жизни или даже просто авторитетным в жизни людей, кем-то, кто сидит на троне, настоящий император, да. У вас с ним будет спор или противостояние, но по суду вы выигрываете в этом споре, показываете, насколько вы правда правы, человек это признает. И, соответственно, вы с этим человеком наладите или улучшите отношения. Этот человек занимает не последнее место в вашей жизни. Может, это ваш начальник, может быть, коллега по работе, с кем у вас были какие-то терки, я вам скажу, либо муж, вот, для женщины, или отец. Ну вот с кем-то были терки, да, вот мужского пола. Для мужчины тоже это мужской пол. Все равно там начальник, коллега, друг, да, брат. Но вы наладите отношения, однако после того, как ему что-то докажете. А ведь императору крайне сложно что-то доказать. Он настоящий самодур. И если уж вы докажете, то вы правда были правы, а человек это признает. Ну вот такая позиция номер 2. Интересно. А мы идем с вами дальше к позиции номер 3. Давайте посмотрим внезапные перемены в вашей жизни. Что же там такое будет? События какие-то, да? Тут у нас такой красивый аметист из Регенсбурга. Давайте посмотрим. Первая карта — это вы сейчас. Кто вы, что вы, вы у нас. Туз пентаклей. Замечательная, счастливая карта. Знаете, ну, это туз ромашек в этой колоде, но он символизирует туз пентаклей. Вот эта карта, она счастливая, она заряженная, и она показала вам, что сейчас вы на пороге какого-то счастливого события, удачи и денежного изобилия. Карта солнечная, карта радостная. Здесь кролик очень счастлив. И, конечно, вы можете сейчас загадать какое-то желание, особенно денежное. Оно обязательно сбудется в очень скором времени. Карта говорит о том, что вы добрый,
позитивный, замечательный человек с открытыми денежными каналами, который в скором времени будет еще более счастлив, и действительно будет какое-то очень хорошее событие в жизни. Счастливый шанс, случай. Вообще, сама по себе эта карта всегда показывает щедрого, доброго, отзывчивого, любящего человека. Вот знаете, ну вот того, кто, не знаю, может рубашку последнюю снять, чтобы помочь другому. Но именно к такому человеку идет все самое лучшее в жизни. Вот вас она характеризует как нельзя лучше. Вы просто любите эту жизнь. Вы любите людей, вы любите все вокруг. Замечательная карта. Ну, давайте посмотрим, что внезапно у вас, какие перемены в жизни будут, что там произойдет. 4 карты сначала выкладываем. Так, значит, тут у нас 4 мечей морковок, шут. Дальше, значит, 8 мечей морковок и 6 тюльпанчиков. Вы знаете, карты здесь, они показали, что в вашей жизни будет скоро большое приключение. Сначала, мол, ничего не происходило, вот какое-то затишье. Вы знаете, как говорят, затишье перед бурей, да? А тут затишье перед приключением. Возможно, вы отправитесь либо в яркое путешествие, либо просто произойдет какое-то внезапное, неожиданное, интересное знакомство. Если это знакомство, то человек с явными проблемами к вам идет в жизнь и, возможно, связан как-то с людьми из вашего прошлого. Если это путешествие, то оно, ну вот это путешествие лежит куда-то в страну вашего прошлого, в город вашего прошлого. И вам покажется, что вы вернулись куда-то, где вам не очень нравится, но у вас там остались какие-то незавершенные дела. И, соответственно, это даст вам положительное направление в жизни. Ну вот, то есть что-то хорошее, да. Давайте раскрывать здесь. Следующая, значит, карта. Жрица. Звезда. Вот видите, я говорю, и получается 5 морковок, это 5 мечей. Смотрите, что говорят карты здесь. Они показывают, что произойдет в этом месте, да, которое связано с вашим прошлым, нечто неординарное, необычное, и как откровение для вас какое-то. Вы знаете, резкий творческий порыв может быть, хорошая идея для работы, творчества, бизнеса, общение с женщиной, у которой экстрасенсорные способности и которая дает вам большую надежду на лучшее будущее и на то, что вы сможете действительно победить, ну, любым способом. Вообще карты здесь показывают раскрытие, может быть, и ваших каких-то способностей. И вдруг, если вы возвращаетесь к корням, то вы там найдете ответы на свои вопросы, почему что-то чувствовали, почему что-то видели. И, соответственно, вы найдете доказательства того, что в вашем там роду, например, были кто-то со способностями или еще что-то такое интересное, может, какие-то письма. И представляете, в этот момент у меня дрогнуло сердце, я боковым зрением увидела, как пришел тигр. У нас кот живет во дворе, ну как во дворе, это соседский кот, просто его часто выпускают на улицу. И представляете, в момент, когда я это сказала про вот это, вот он подошел к двери моего балкона, я на 1 этаже живу, и у меня аж это такая кошачья, знаете, морда прям в окно смотрит, тень такая, так страшно стало. Ну вот я говорю, мистика прям происходит какая-то вокруг вас, в месте, где вас ждет приключение. Вы побываете где-то, что связано вот с вашим прошлым, с вашими, может быть, корнями, и там получите большое откровение, надежду именно на победу в каких-то, ну вот, ваших жизненных проблемах. Интересно. Ну, тигр просто так зря не приходит. Я думаю, что значит это было действительно каким-то знаком. Ну, вот такая вот у нас 3-я позиция. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Что-то до сих пор потряхивает. Знаете, бывает, не увидишь что-то неожиданное в окне. Думаешь, блин. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь, пишите комментарии. Всем пока и до новых встреч.